Здравствуйте, в эфире еженедельная программа о футболе на БСТ. Мы живем под девизом «Футбольный клуб Уфа». Даешь премьер-лигу, и вот главные темы сегодняшнего выпуска. Счет не по игре. Мы только на пути к большому футболу. Подвела реализация моментов. Полдник с футболистом Уфы. С юга ребята такие, более открытые. Знакомьтесь, Сергей Путилин. Что в Горняке? Не так это какая-то пиар-компания была, чтобы ребят взбодрить, болельщиков взбодрить. Жертвоприношение во имя победы. Свой среди чужих. Попробовать силы в другом посильнее чуть-чуть клубе. Возвращайся домой, Виктор. Очередной календарный матч первенства ФНЛ Уфа проводила в столице Урала. Наша команда прибыла в Екатеринбург за день до начала матча и предлагаем вашему вниманию небольшую музыкальную зарисовку из Екатеринбурга. Сколько безумных ночей подарил нам этот город, ветров и ярких огней. Посмотри, он вечно молод. Этот город постоянно спешит, никогда не стоит на месте. Если тебе кажется, что ты один, вспомни свой город и пой с нами вместе. Екатеринбург, к тебе вернусь я снова. Екатеринбург, скажу тебе здорово. Екатеринбург, на куполах сияет, как я люблю мой город. Никто не знает Екатеринбург. Сама игра получилась неоднозначной. С одной стороны, Урал победил 4-0, вполне убедительно. С другой, наша команда показала вполне добротный футбол и наиграла хотя бы на один мяч в ворота соперника. Как получилось, что так получилось? Ответ на этот вопрос искал Артем Котишев. Любое поражение переносить тяжело, но 0-4 – это отдельная тема. Сложно объяснить тем, кто матч не смотрел, что твоя команда играла хорошо, или как минимум неплохо. Сложно отрицать, что бывают поражения с минимальным счетом, когда при упоминании результата невольно опускаются глаза. Так бывает, когда матч проигран безвольно и безропотно. А случаются такие игры, как в Екатеринбурге, когда, несмотря на крупное фиаско, и упрекать-то никого не хочется, потому что каждый сделал все, что мог. Да, при определенных обстоятельствах уфимцы Урал обыграть могли, но на то они и обстоятельства. Могут сложиться, а могут и нет. На этот раз не получилось. Самое главное в такой ситуации не оставаться равнодушным. Даже когда уступаешь 0-3, твой соперник один из главных претендентов на выход в премьер-лигу, а погодные условия к игре в футбол вообще не очень-то располагают. В равнодушии игроков Уфы обвинить невозможно. Достаточно лишь беглого взгляда на статистику матча, чтобы понять, подопечные Игоря Колыванова уступили сопернику лишь в одном, пусть и самом важном компоненте – забитые голы. Во-первых, горожане больше владели мячом. Да, по ходу матча соперник, возможно, сознательно вел игру вторым номером, но стоит обратить внимание на показатель точность передач. 79% у Уфы против 73% у Урала. К тому же уфимцы чаще выигрывали единоборства и били по воротам. Мы, по сути, выполняли ту задачу, которую поставил тренер. Как играть, что играть. Проходили комбинации, неплохо было. В принципе, что сейчас отмечает, что мы одна из команд, которая показывает более-менее зрелищный футбол. И нас не скучно смотреть. То есть мы не команда, которая защищается, мы команда, которая атакует. То, что у нас еще не получается впереди, мы строимся, мы только на пути к большому футболу. Вывод. Коллектив Игоря Колыванова в командной игре своему сопернику ни в чем не уступил, а в чем-то даже и превзошел. Причина поражения же в исполнительском мастерстве игроков Урала, которая просто выше, чем у уфимцев. За любой маломальски существенный прошед в обороне соперник наказывал защиту горожан забитым мячом. В такой ситуации остается надеяться, что после поражения будут сделаны выводы, которые станут фундаментом победы уже в следующем матче с Енисеем.
Следующим соперником Уфы ФНЛ станет Енисей из Красноярска. Этот матч пройдет на уфимском стадионе «Динамо» 9 октября. Начало в 19:00. Не пропустите. И по традиции представляем очередного противника нашей команды. Енисей. Футбольный клуб из Красноярска основан в 1937 году под названием «Локомотив». В разные годы назывался «Рассвет», «Автомобилист» и «Металлург». Четырехкратный победитель зональных турниров первенства страны во втором дивизионе. Лучший результат в первом дивизионе – 9-е место. Предыдущий сезон красноярцы закончили на 10-м месте. На данный момент Енисей также располагается на 10-й позиции, имея в активе 17 очков в 14 матчах. 5 раз вставал в руля красноярской команды нынешний главный тренер Енисея Александр Алферов. Трижды в качестве исполняющего обязанности, дважды в качестве главного тренера. Лучшие бомбардиры команды Алексей Базанов и Сергей Пятикопов. На их счету по 4 мяча, но в отличие от Пятикопова, Базанов все свои голы оформил с игры. 3 новых вратаря внесены в заявку Енисея для участия в текущем первенстве. Ни один из голкиперов, выступавших в Красноярске в предыдущем сезоне, в команде не остался. Минувшим летом в Уфе мог оказаться Бассель Абдулфатах. Он даже сыграл за горожан против ЦСКА, но в конечном итоге оказался в сибирском клубе. Твердый игрок основы Станислав Марсельевич Либамба. Несмотря на экзотическую фамилию и внешность, 24-летний футболист – коренной россиянин. Есть в команде легионер по фамилии Лайзенс, но это неизвестный в прошлом игрок ЦСКА Юрис, а 25-летний Олег. Уфе он недавно, но уже успел влюбить в себя болельщиков. Не только оригинальной прической, пойдя по стопам капитана Михаила Попова, но и тем, что забивает периодически очень важные голы. К тому же Сергей Путилин, а речь идет именно о нем, стал обладателем Кубка Республики, выступая за дублеров. Эти двери открываются далеко не каждому, но для нас Сергей сделал приятное исключение. До игры с ярославским «Шинником» Сергей Путилин был одним из лучших бомбардиров команды вместе с Галышем, Маркосовым и Поповым. Для защитника это несомненный успех. Отличиться голами Сергею удалось в гостевом поединке с новосибирской «Сибирью». Кстати, тот мяч стал единственным в матче. А уже в следующей игре дома Путилин забил «Химкам». Мы с ребятами поспорили, точнее с ребятами, с Мишей Поповым поспорили, кто больше забьет, не буду говорить, на что поспорили, но поспорили. Считаю нормально, у нас каждый может забить. Но продолжать ковать победы для уфимского клуба и забивать голы помешала травма. Восстанавливаться и набирать форму Путилину пришлось в дубле. Он несколько матчей провел за Уфу-2. Не обошлось без заслуженных наград. Он стал обладателем Кубка Республики по футболу. Впечатление положительное, выигрывать всегда приятно. Я, получается, вторую игру за дубль уже сыграл. Ребята все молодые. Жажда борьбы, приходится даже останавливать некоторых ребят, чтобы себе не навредили, А то, что касается победы в Кубке, я очень рад, я медаль в раздевалку отнес, и она у меня висит в раздевалке, Пусть все смотрят, знают, что чемпион республики с ними рядом. В Уфе Путилин живет на съемной квартире. Там мы застали его за просмотром телевизионных программ. Но почему-то не футбольных матчей, а хоккейного сюжета. Оправдываться Путилин не стал. Оказалось, спортивные новости – одна из сфер его интересов. Например, когда находилась свободная минутка, он следил за Лондонской Олимпиадой. Уголок, это интернет-уголок, здесь есть и розетки для интернета, и зарядка, розетка для ноутбука, и ковер сам покупал, с Дианой советовался, очень удобно. Бывает, фильмы смотрим здесь, или когда ребята, друзья приходят, рассаживают всех на диване, получается, здесь сидим, смотрим кино, общаемся. Эту квартиру Сергей с Дианой искали долго. Хотели, чтобы было уютно и недалеко от тренировочной базы. Здесь прям как раз на телецентр, телецентр, стадион «Динамо». Так что идти здесь пешком совсем около 10-15 минут трачу время на тренировку. А пешком ходишь на тренировку или все-таки как-то просишь такси доехать? Да нет уж. На такси стараюсь передвигаться, когда дождь или или зима, когда будет. А так стараюсь, погода хорошая, хожу пешком. С любимой девушкой Дианой Сергей знаком больше 3 лет. Кстати, познакомились они по интернету. Шутят 2 скорпиона, а смогли ужиться. Да еще как. Пара уже снискала себе славу гостеприимных хозяев. Скромно, но со вкусом. Присаживайтесь. Будь как дома. Пригласили на чай и нас. Кстати, накрывать на стол Диане помогал Сергей. Друзья,
они есть, но они не здесь, естественно. Но люди, которые к нам сюда приходят, мы рады им всегда. И всегда зовем, и они знают это. И часто достаточно часто мы собираемся, да. Вот скоро соберемся опять. Я стараюсь, дружить со всеми, не знаю, я с юга, еще вот ребята с юга, Миша Маркосов, Женя Духнов, с юга, ребята такие, более открытые, море рядом, солнышко, жизнерадостные все, стараемся шутить, чего грустить-то. За разговором узнали много интересного. Общительная девушка не скрывала. Она очень эмоциональна, поэтому смотрит футбольные матчи с участием любимого по телевизору. На трибунах стадиона Диана – редкий гость. Я всегда болею, на самом деле, не только за Сережу. Я за всю команду болею, потому что мой любимый играет именно там, не один. И для меня всегда важно, как играет вся команда, а не только он. Потому что он играет в команде прежде всего. Да больше радости доставляет 3 очка в копилке. Чем выше мы будем, тем для болельщиков приятнее будет и для нас, потому что немножко задело на старте, когда Уфу недооценили, мы говорили, что мы будем бороться за выживание. Так что неважно, кто забивать будет, кто обороняться будет. Самое главное, чтобы Уфа выигрывала и болельщики радовались. Пусть на стадион только ходит, то что-то не ходит никто, мало. Мало ходит? Конечно, мало, но я не знаю, по сравнению с хоккеем, я не знаю, хочется большего, потому что, не знаю, просто на юге очень, любят футбол и много ходит на футбол болельщиков. Я привык, когда много болельщиков. Хотя, опять же, в прошлом году в Набережных Челнах совсем мало людей ходило на футбол. Посмотрим, вы здесь как зимняя республика, у вас хоккей пока. Ничего, будем продвигать. Футбол, спорт номер 1. Теперь о Горняке. Один из самых популярных футбольных интернет-порталов страны, onedivision.ru, взорвал футбольную общественность сообщением из Учелов. В нем, в частности, говорилось, что в преддверии матча против ишкаролинского «Спартака» на поле стадиона в Учелах было проведено ритуальное жертвоприношение. По словам заметки, газон был окроплен кровью молодого барашка. Не знаю, правда это или вымысел, но Горняк хоть и с трудом, но победил спартаковцев. Но учелинцы продолжают обитать в подвале турнирной таблицы. При этом в составе шахтеров вновь отсутствуют башкирские воспитанники, переданные для обкатки в условиях мужского футбола из Уфы. Сложившуюся ситуацию по телефону нам прокомментировал наставник Горняка Дмитрий Радюкин. Да. Алло, здравствуйте, Дмитрий Вениаминович. Это вас беспокоит башкирское спутниковое телевидение. Хотели пообщаться с вами на тему, скажем, вашего нового присутствия в команде. Задача, так скажем, вернуть Горняк на былые позиции, то есть, чтобы были одними из лидеров, этой зоны Урал-Поволжья. Понятно, что на сегодняшний день, наверное, пока рано говорить, что в этом сезоне все сразу это получится, да? Но за ближайшее время, то есть, эти задачи постараться решить. На сайте One Division прошла информация, что перед игрой со «Спартаком» на поле было совершено жертвоприношение, то есть можете как-то прокомментировать этот момент? Они каждый год здесь, это до меня еще было, то есть я в 2009 году, и это перед сезоном все там какие-то обряды местные делали, да? Ну а лично вы сами как относитесь к таким суевериям, скажем, таким вещам? То есть как думаете, поможет? В футболе, знаете, мелочей не бивают, как скажем. То есть, в принципе, на пользу, если это пойдет, почему нет? И заключительный вопрос. В общем-то, в начале сезона футбольный клуб Уфа отправил в Учелы ряд игроков со своей командой. То есть и сейчас они почему-то не попадают в основу. С чем это связано? А кто сказал, что они вообще соответствуют уровню второго дивизиона? Они играли в Уфе во второй лиге, а эти ребята играли за Уфу на первенство КФК, заняли 9 место из 12 команд, то есть они на уровне КФК, так скажем, в аутсайдерах были. А с чего так они должны соответствовать уровню второго дивизиона? Но они на тех же условиях, что другие футболисты, если не будут доказывать, что они сегодня готовы выходить в стартовом составе, они будут играть. Но пока на сегодняшний день одни чуть лучше себя проявляют, другие чуть хуже, то есть
проблемы как бы есть у них с упаданием в состав. Но это все только от них самих зависит. Пока они не соответствуют уровню второго дивизиона. Пока они в детский футбол играют. А вот мнение по сложившейся ситуации в Горняке из Уфимского футбольного клуба. Нет, конечно, это было очень приятно, когда команда «Горняк» приняла наших воспитанников. Тем более там воспитанники были такие обнадеживающие в плане мастерства. Они все-таки стали как-то чемпионы, правда, второй лиги 1994 года. Это тоже. Вот. Но то, что они поехали такой большой группой, это отрадно было, конечно, слушать, что «Горняк» принял их и на них надеялся. Тем более туда с ними даже поехал их непосредственный тренер Миколян поехал. Но потом почему-то в течение буквально недели все перевернулось, и они как бы там остались одни в свободном плавании. И я скажу, это очень тяжело. 18 лет мальчишкам остаться без наставника, без родителей, без всего в чужом городе. Тяжело, я говорю, в такие годы на чужбине и заиграть. Ну, я думаю, со временем они все-таки поправятся. Тем более, там еще сейчас у нас есть Лукманов, тренер, который наш уфимский. Я думаю, ну, было, конечно, большое упущение с руководства Учелинского клуба, что она не обратили внимания на этих мальчишек. А мальчишки были перспективные. Олег Константинович, недавно интересная акция была проведена Учелинским клубом. Перед матчем было произведено жертвоприношение для того, чтобы как-то принимать удачу. Как вот, относитесь к подобным действиям? Горняк решил так от себя неудачу отвести, там барашка зарезать, я преклоняю, но надеюсь, что был наглядный пример, когда у нас Кончевский освещал ворота здесь тоже с батюшкой, но что-то так не получилось. Так что я думаю, вот Учелинский Горняк, может быть, нашел другой метод, как говорится, ворота распечатывать барашком, ну, дай бог, как говорится, плавание. Я только привез за то, чтобы, говорится, все это было, ну, на пользу. Не так это, как это пиар-компания была, ну, чтобы ребят взбодрить, болельщиков взбодрить, все это, ну, дай бог. Дублеры Уфы на минувшей неделе экзаменовали лидера зонального турнира в третьем дивизионе. Ашинский «Металлург» за весь первый круг пропустил всего 2 мяча. Столько же он пропустил и за 90 минут матча против Уфы-2. Тем не менее, нашей молодой команде не удалось победить. О перипетиях матча рассуждал Рустам Хабиров. В этом сезоне команды уже встречались. Тогда победа осталась за футболистами из Аши. Кстати, на данный момент именно «Металлург» является лидером третьего дивизиона, имея на своем счету 9 побед и всего лишь 1 ничью. Однако нанести поражение ашинской команде никому так и не удалось. В составе гостей под 14 номером на поле вышел до боли знакомый уфимской публике Виктор Курышев. Воспитанник башкирского футбола, в свое время он отыграл за БИС «Динамо», а последний сезон выступал в составе Уфы-2. В начале этого года футболист, как и другие башкирские игроки, не подойдя Учелинскому Горняку, перебрался в Ашинский «Металлург». Ну, атмосфера не сглазится. Хорошая, отличная очень. Ребята очень дружелюбно приняли. Ну, вообще, как в родную семью влился. Ну, и хотел просто попробовать силы в другом посильнее чуть-чуть клубе. Думаю, может, что-нибудь получится. Уфа-2 в этом матче укрепилась игроками основной команды Сергеем Путилиным и Александром Васильевым. Уже в первом тайме гости получили пенальти в свои ворота, который пострадавший Никита Маляров сам же и реализовал. Но не прошло и минуты, как «Металлург» отыгрался. Очень грубая была игра, на мой взгляд. Много могли получить травм, вроде бы все обошлось, слава богу. Ну а так надо поаккуратнее играть. Кстати, вместе с «Металлургом» в Уфу приехали и болельщики, которые, не жалея свои голосовые связки, скандировали сменяющиеся одну за другой речевки в пользу клуба. А вот поддержать уфимских дублеров пришли футболисты основной команды. Компанию им составили и футболистки Агидели. А вот обслуживающий персонал стадиона «Динамо», видимо, в своих не верил. При счете 3-2 на табло вдруг вышло 1-4 в пользу гостей. Видимо, эта ошибка окончательно разуверила уфимцев в своих силах, потому что 4-й гол Уфа-2 все-таки пропустила. 2-4. Ребята играли как могут. Здесь у нас в кубковом матче 3 травмированные игроки. Не участвовали: Тарасян, Александр Ягодинский, Шах Исламов-то. Так он более-менее так поиграл. Так. 20 потерь у нас очень сильно влиял сегодня. Теперь о женском футболе. Уфимская команда «Агидель» продолжает победной поступью идти по турнирной тропе.
Правда, до сих пор без Валерии Егоровой. Напомним, в начале сезона наша юная звездочка получила страшнейшую травму в стыке с вратарем соперника. Теперь худшее уже позади. Девушка постепенно возвращается к нормальной жизни и, конечно же, ходит на футбол. Пока, правда, в качестве зрителя. После одного из матчей с участием команды Уфы-2 Валерия ответила на наши вопросы. Ответила достаточно скромно, но, однако, очень искренне. Лерочка, в целом, как настроение? Ну, хорошее. Ну вот сегодня ты была на матче Уфы-2, наверняка болела за наших. Ощущения по поводу игры? Да, они хорошо сыграли, только удача была, конечно, на нашей стороне. Что можешь сказать по поводу себя? То есть ты вышла из больницы, я верю, что ты скоро выздоровеешь. Вот, ну, как в целом состояние? Ну, хорошее и здоровье, и состояние, все хорошо. Когда мы увидим тебя на футбольном поле? Ну, я хочу в середине октября начать просто бегать, а потом уже играть попозже. Вот. Да, ну, желаем тебе скорейшего выздоровления, скорейшего возвращения на поле. Ну и, наверное, просто в целом вопрос о том, как ты воспринимаешь нашу программу «Футбольный клуб Уфа», даешь премьер-лигу? Ну, хорошо, мне очень приятно, спасибо. Смотрите на ВСТ, Уфа, даешь премьер-лигу. Каждый имеет право на футбол. Накануне ВИП-сборная нашей республики, составленная из представителей правительства Башкортостана, а также функционеров и тренерского штаба футбольного клуба Уфа, провела товарищеский спарринг с топ-менеджерами одной из ведущих нефтяных компаний страны. На этом матче побывала и наша съемочная группа. Рвущегося по флангу и бьющего поворотом Марата Магадеева, председателя Совета учредителей футбольного клуба Уфа, пожалуй, увидишь не каждый день. Партнерами Марата Шарифовича по команде правительства Республики Башкортостан стали не менее известные лица. Генеральный директор клуба Шамиль Газизов и главный тренер столичной команды Игорь Колыванов. Наставник уфимцев, кстати, показал, что и сам еще находится в отличной форме. Именно при его участии чиновники забили гол и на перерыв ушли при счете 1-0 в свою пользу. С командой же я постоянно работаю, правильно? Приходится с ними в квадратик поиграть, и с вратарями позаниматься, поэтому мастерство же оно не пропадает. Да, физически, может быть, не в самом лучшем состоянии, но техника, она остается, техника никуда не делась. Поэтому мне всегда приятно кому-то отдать хорошую передачу, чтобы забил, помочь другу, так скажем. Как оказалось, игра команды правительства была довольно слаженной, а если ошибки и возникали у своих ворот, голкипер команды был начеку. Однако во втором тайме инициативу захватили уже менеджеры. И даже безупречная игра вратаря чиновников не помогла. В концовке менеджеры все-таки сравняли счет, а спустя пару минут забили еще 2 мяча и вырвали победу 3-1. Видно, что команда тренированная, потенциал огромный, мне было приятно играть. Конечно, не хотелось бы проигрывать, но футбол так. Не получилось сегодня, может быть, что-то у нас. Ну, думаю, что будет матч-реванш, и тогда мы, может, покажем более лучшую игру, и будет более интересно. Несмотря на поражение, Магадеев и компания продемонстрировали, что могут не только заниматься развитием профессионального футбольного клуба, но и на деле показать, как нужно обращаться с мячом. И последнее. На минувшей неделе футбольная семья нашей республики получила очередное пополнение. Вслед за Флером Фахриддиновым отцом стал еще один известный футбольный тренер Раиль Масхиев. Наши поздравления папашам. Ну а в целом футбол и дети этот симбиоз традиционно умиляет. До встречи. Ну, не то, что вышел с ним погулять. Ну, и пусть как бы ему нравится играть с мячом. Он как бы смотрит, ему интересно, поэтому его и привел. У него самого, скажем, есть вот это желание пинать мяч? То есть у детей же обычно как, либо есть это, либо нет? Не, он постоянно, везде ему интересны мячики, ему интересно с ними играть, поэтому как бы ему нравится. В каждом маленьком ребенке и мальчишке